хотел сказать? Мне вспоминается несколько попыток сокращения чиновничьего аппарата за последние десятилетия несколько раз. Даже подписал официальное распоряжение о сокращении штата на 10%, количество чиновников наоборот росло. Конечно же, это неправильно, этого надо избежать. Мы, в своей деятельности, в первую очередь, я в своей деятельности анализирую эффективность подходов отдельных чиновников, отдельных направлений и отдельных служб. Скажу о том, что если раньше в определенные службы стояла очередь большая, чтобы попасть на эту работу, сегодня, когда мы начали корректировать работу этих ведомств, многие, наоборот, стали уходить с этих служб, потому что там невозможно стало зарабатывать. Я считаю, что надо применять комплексно меры и подходы. Если мы не сможем сделать так, чтобы люди жили на заработную плату, если будут появляться другие возможности, конечно, стремиться на госслужбу людей будет больше. Я считаю, тоже, конечно, надо сокращать, но это делать постепенно. Не просто взяв механически, сказать 10%, попросить их на улицу, а сделать так, чтобы у них появился больше интерес заниматься собственным делом, развивать экономику. И поэтому вы наверняка обратили внимание, что мы эту поддержку осуществляем сегодня. Это беспрецедентная поддержка, когда 500 миллиарда рублей направляется на малое и среднее предпринимательство. Для чего мы это делаем? Чтобы появились возможности не в рамках осуществления, в том числе и государственной деятельности, а чтобы люди занимались своим делом, зарабатывали своим собственным трудом, при этом государство оказывает поддержку и помощь. Считаю вопрос правильным, актуальным, и обязательно мы сделаем так, чтобы чиновничий аппарат сокращался, но не просто технически, а комплексные решения будут приоритетными. Спасибо.